Дорогие друзья, доброй ночи. Тема сегодняшнего видеокаста: почему Евкуров не уходит в отставку. Ингушетия. Земли, которые переданы Чечне. Соглашение о передаче земель не принято ингушским народом, что подтверждено на Конгрессе ингушского народа, что подтверждено Конституционным судом Ингушетии. Но тем не менее Евкуров решение суда не признает и решение Конгресса ингушского народа не признает. Это новое явление на Кавказе. Такого раньше не было. И возникает вопрос, а чьи интересы отстаивает Евкуров и кто он вообще? Я вот всегда ставил такой эксперимент сам над собой. Брал портрет какого-то известного российского человека, чиновника, и сам себя спрашивал, глядя на этот портрет, кто этот человек в первую очередь, русский или чиновник? Кто он в первую очередь, украинец или чиновник? Кто он в первую очередь, чеченец или чиновник? И глядя на Евкурова, я тоже себе такой вопрос задал. А кто этот человек в первую очередь, ингуш или он чиновник? Просто по внешнему виду, по имиджу, по высказываниям, по поведению. И я вижу, глядя на Евкурова, что это стопроцентный российский чиновник, который представляет собой совершенно отдельную, можно сказать, национальность, отдельную касту. Российский чиновник сегодня отдельная такая вот каста и, можно сказать, отдельная такая внутренняя нация, у которой свое выражение лица, у которой свои интересы, свой бизнес, свои кланы, свои обязательства, обязательства перед своими, перед такими же, как он сам. И вот мы сталкиваемся с таким явлением, что российская элита, даже национальная элита, живет по своим собственным законам, и она по сути независима от своего народа. Как она сама думает. Но на самом деле не так все легко и так все просто. Вспомним Бориса Николаевича Ельцина, который в 1999 году был вынужден уйти в отставку. 31 декабря, в Новый год, он об этом заявил, что я ухожу в отставку, извините меня. В чем была причина? А причина была в следующем, что Борис Николаевич столкнулся, проводя свои либеральные непопулярные реформы, столкнулся с массовой ненавистью российского народа. Отсюда инфаркты, отсюда алкоголизм и отсюда невозможность исполнять свои профессиональные обязательства президента в такой ситуации. Потому что это очень сложно быть президентом, когда тебя все ненавидят. Поэтому мне интересно, чисто психологически, как дальше Евкуров будет себя вести. Что он дальше будет делать, когда по сути его возненавидел весь ингушский народ. Как он себя вообще чувствует, что он там внутри себя ощущает. В такой ситуации надо подавать в отставку. Хотя бы просто для того, чтобы сохранить свое здоровье. Хотя бы только для этого. Просто для того, чтобы выжить. Но я вижу, что Евкуров не может уйти в отставку. Даже если он хочет и чувствует, что он должен уйти в отставку, он не может уйти в отставку, потому что он является членом какого-то клана чиновничьего, от которого он зависит в гораздо большей степени, чем от народной молвы, чем от общественного мнения. И вот этот вот клан его пока не отпускает. И ситуация будет складываться следующим образом. Евкуров, конечно же, в отставку уйдет, и он теперь не выгоден никому, он скомпрометировал себя, его по большому счету подставили, и он сам себя подставил, заняв такую антинародную позицию, поэтому от него Москва и Кремль будут избавляться, но не сейчас, а попозже. И самое интересное в данной ситуации следующее, что если Евкуров будет снят, это означает, что ингушский народ выиграл противостояние у Кадырова, выиграл противостояние у Москвы и выиграл противостояние у Путина. И за Ингушетией сегодня смотрит вся Россия, все регионы. И они ждут, как все закончится. Они ждут победы Ингушетии, они ждут победы ингушей над системой. И тогда регионы могут начать, все российские регионы, не только кавказские, могут начать вести свою
собственную независимую политику за восстановление социальной справедливости в своих субъектах федерации. В регионах нищета, в регионах безработица, проходят забастовки, о которых практически никто не показывает и не говорит. Я имею в виду последнюю забастовку золотодобытчиков на Камчатке. Регионы ждут своего часа, и сегодня все смотрят на Ингушетию. Спасибо за внимание и спокойной ночи.